свое отношение к ситуации с российскими политтехнологами и с теми процессами, которые пошли, помните, вот это, значит, стрельба и так далее, они были рассмотрены на предыдущем Политсовете. И если кого-то это очень интересует, мы в конце февраля 27 или 28 числа делали заявление Политсовета партии по этой ситуации. Я позволю себе коротко напомнить, мы говорили о том, что нельзя нагнетать общественно-политическую ситуацию в стране, надо отдать все в правовое русло. Вот, и в то же время, что недопустимы никакие силовые методы по отношению к оппонентам, даже если его слова вас не устраивают. Что касается второго вопроса, значит, действительно вопрос был поднят. Целый ряд членов Политсовета задавали вопросы такого характера, что вот прошло заседание Верховного суда, которое вменяет вину моему коллеге по парламенту Кану Кварче. И вот как я смотрю на эту ситуацию. Разъяснения хотели услышать на предмет того, значит, придут в парламент эти материалы, и как я примерно собираюсь на это реагировать. Что я в ответ на это сказал? Во-первых, как я понимаю, есть еще право кассационной жалобы. Значит, есть другая судебная инстанция, куда наверняка, значит, Кан Кварче обратится. Это во-первых. Во-вторых, значит, и материалы еще не пришли в парламент. На разговоры моих коллег по Политсовету о том, что вот закон должен быть один для всех, я совершенно с этим согласен. Что если суд принял такое решение, может ли парламент проявить принципиальность и принять какое-нибудь другое решение? Тут будет зависеть от того, какие материалы придут. Ну, это я свое мнение высказываю. И как их будем оценивать. Но мне мои коллеги по парламенту, особенно гудауцы, значит, напомнили, что в избирательной кампании 2022 года в целях уравнять в правах всех наших граждан и в ответственности перед законом, я в своей предвыборной программе говорил о том, что надо убрать пункт, который говорит о статусе депутата, в частности, о его лишении. Чтобы этого пункта не должно быть, что депутат парламента должен нести такую же ответственность, никаких заградительных барьеров не должно быть, как и любой гражданин Республики Абхазия. Другой тут член припомнил, что я это говорил не только в 22-м, и в 17-м году, на выборах, которые я тогда проиграл, как вы помните. Значит, это действительно так. И я действительно принципиально считаю, что закон должен быть один для всех. Если мы действительно правовое государство, должен быть один принцип. Но опять-таки материал должен поступить в парламент. И уже судя по тому, какой материал поступит в парламент, будут ли там вопросы или не будут, я в состоянии принять решение. Никто на меня не может давить. Я говорю это откровенно. Я приму решение сам. Другое дело, что, как и вот на предыдущем, значит, нашем Политсовете, я ставлю себя на место. Вот в данном случае, значит, депутата Кварче, как бы действовал я. Вот тут я могу сказать четко. Я бы сам снял с себя неприкосновенность и сам бы пошел бы доказывать свою правоту. Я считаю, это абсолютно правильно. Тем более, насколько я знаю, он считает, что он прав в этой ситуации. Я бы сам стал доказывать правоту, не размазывая эту ответственность на своих коллег по парламенту. Но это моя личная позиция в данном вопросе. А что касается в целом, я за всех депутатов говорить не могу, но я считаю, что закон действительно должен быть един для всех. И если доказательная база будет, значит, достаточно, я думаю, парламент примет соответствующее решение.